Перевод группа Дизимания. Озвучен релиз группы СС Дизи специально для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Артем Борисов и Анастасия Гайдаржи. Никто не знает. Я сейчас... Ты сейчас мой брат? Господи, не могу поверить. Клянусь, не могу поверить. Учитель Али мой брат, да? Причем родной брат. Тогда... Получается, что Алиджан мой племянник, а я его дядя? По сути, так. Господи, слава Богу. Какая-то прекрасная новость. Нашел и брата, и стал дядей. Что еще может быть-то? Я искал тебя каждый день, каждый день. Как я не заметил тебя у себя под носом. Слава Богу, я нашел брата. Сказать кое-что? Кровь тянула, знаешь? Ты же просил дуйгу для меня. Я тебе сказал, мой брат, и обнял. Вот тогда внутри меня это прошло, знаешь? Подумал, что лишь бы этот человек был моим братом. Подумал, клянусь тебе. Но вот, человек не может быть сам по себе. В итоге ты был учителем Али. Ты был не просто Али. Был бы просто Али, может, я бы сказал, что моего брата звали Али. Клянусь, сказал бы. Столько времени. Столько времени были рядом, но не поняли, что братья. Говоришь, что не понял по имени так, как я учитель Али. А что за пилот? Тебя зовут Сулейман. Ты забыл свое имя? Разве я мог забыть? Человек разве может забыть свое имя? У меня было кафе-самолет. Оттуда это и осталось, как прозвище. Кафе-самолет? Правда, все еще есть, но его окружили. У меня была мечта купить самолет. Только вот это и смог. Ладно, оставь. Ты расскажи, как ты понял, что я твой брат? Или же постой. Я еще раз тебя вдоволь обниму, а потом ты мне все расскажешь, хорошо? Иди сюда, иди. Брат мой. Братишка. Очень много я тебя искал, Сулейман. Очень много. Я шел за всеми подсказками, чтобы тебя найти. Не переставал искать тебя. С того дня, как ты сбежал с приюта, я постоянно искал. Было время. Я очень надеялся. Думал, что осталось немного, чтобы найти тебя. Было время. Я терял все свои надежды. Был просто без сил. Но никогда не отказывался искать тебя. Смотри, Сулейман, чему нас учил отец Тугрул. Победит не сильный, а тот, кто не отказывается. Больше не смей забывать, хорошо? Победит не сильный, а тот, кто не отказывается. Не вставай, ты побежден. Не заставляй себя убивать. Я не проиграл, учитель. Я не отказался. Победит тот, кто не отказывается. Не забыл, да? Разве я могу забыть? Брат, ты все еще не рассказал. Откуда ты понял, что я Сулейман? Расскажу, брат, расскажу. Расскажу. У нас еще будет много времени, чтобы это обсудить. Я же тебя нашел. Слава тебе, Господи. Брат, мы больше не расстанемся, да?
Никогда. Больше никогда не расстанемся. Что ты делаешь, пилот? Что это за беседа такая? Сынок, он убийца нашего отца. Что учитель рассказывает? Что снова проворачивает? Проворачивай что угодно, учитель. Я отомщу за отца. Я жил ради этого дня. Алло. Отправьте кого-нибудь сюда. Заберите машину Видата. Быстро. Снежный шар. Да. Ты сохранил? Да. Стекло сломалось. Да. Мой тоже стоит, знаешь. Сохранил хорошо. Так как это единственное, что осталось от мамы. Когда убежал с приюта, взял с собой только это. И вот это место, брат. Оно из воспоминаний детства. Знаю. Поэтому тебя сюда и позвал. Думаю, что ты не забыл и все еще помнишь. Подумай, а если бы было место, которое бы ты не вспомнил? Тогда как бы я доказал, что я твой брат? Я приходил сюда пару раз, брат. Один приходил. Думаю, что что-нибудь вспомню. Думаю, что ты придешь, и мы встретимся. Я тоже приходил. Приходил? Множество раз. Тогда бы мы встретились. Раньше бы узнали друг друга. Судьба. В этой жизни нет ничего сильнее судьбы. Давай, пойдем. Я отвезу тебя в другое место. Давай. Ты ушел, и внутри меня такая боль. Только ты поймешь. Ты сейчас далеко. В раю вместе с ангелами думаешь о нас и плачешь. Сегодня праздник. Вставайте пораньше, детки. Надевайте свои красивые вещи. В руках свежие цветы. Не будем расстраивать сегодня маму. Çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi.
Этой песне нас научил папа. Смотри. Ты не забыл. Ты помнишь. Я не забыл это. Не забыл, помню, но... Очень мутно. Помню родителей. Не знаю, я их придумал или это они в действительности. Брат, смотри, любимый, если тут, то никаких проблем нет. Хорошо, брат мой. Джан. Да? Сделайте все подготовки. Мы возьмем Зейнеп и сразу выйдем. Конечно, господин. Ты иди выгони машину с гаража. Повседневная машина Курт-Бэй останется тут. А ты пойдем со мной. Где Зейнеп? В комнате. Что происходит, Курт-Бэй? Подготовь все ее лекарства. Мы уезжаем отсюда. Конечно. Куда? Нам нужно уехать на пару дней, дочка. Почему? Я не могу сказать причину. Нужно ехать, Зейнеп. Хорошо, ладно. Ты поезжай куда хочешь, я остаюсь тут. Зейнеп. Ты тоже должна поехать. Так нужно ради твоей безопасности. Почему? Без почему, дочка. Давай, иди и готовься. Давай, дочка. Зейнеп, дай свой телефон. Зачем тебе мой телефон? Он останется тут. Как минимум, я бы сообщила Синану. Не должен знать ни Синан, ни кто-то другой. Не задавай вопросов. Пусть весь мой порядок испортится, не сопротивляйся, делай то, что приказывают. Я ненавижу так жить. Зейнеп, телефон. В течение 5 минут будьте готовы. Все готово? Да, господин. Возьму это и сразу выйдем. Мы не знаем, что знает Али, поэтому я не могу это тут оставить. Есть новости? Что он сделал? Ты принес хорошую новость? Убил Али? Нет, Уйгар. Он жив. И Ведата нигде нет. Как такое может быть? Как такое может быть? Я сделал все, чтобы они убили друг друга. Все спланировал. Как такое может быть? Курт-Бэй. Он точно все понял. Встал между и поставил на дороге камни. Что будешь теперь делать? Всегда есть план Б, сэр. Али умрет. Никто не заберет у меня Севду. Боже, улыбнись на этот раз, Али, пожалуйста. Позвонить, что ли? Нет. Сейчас братьям есть о чем поговорить. Ладно, Али позвонит мне.
Ах, Севда. Спустя столько лет человек нашел брата. Разве он позвонит тебе? Я умру от любопытства. Ах, Али. Тухче. Будь проклята. Тухче. Дорогая. Тухче, что это? Ничего. Что значит ничего? Кто их тебе дал? Кто дал, тот дал. Тебе-то что? Что значит тебе-то что, Тухче? Что ты сделала, что заработала столько денег? Ты на что намекаешь? Что такое? Ни на что не намекаю, лишь спрашиваю. Кто тебе дал столько денег? Оставь меня в покое, Севда. Не оставлю. Никто никому просто так не даст столько денег. Что ты сделала? Говори. Давай. Давай, Тухче, говори. Я буду отчитываться перед тобой? Да, будешь. Отойди, Севда. Тухче. Тут? Тут. Брат. Брат. Дети, не бегайте. Брат меня не поймает. Брат меня не поймает. Сулейман. Сулейман, не бегай. Не бегай, упадешь, сынок. Сулейман, доешь и будешь сильным мужчиной. Сулейман. Али. Сулейман. Али. Я помню, брат. Клянусь, я помню. Эта комната была нашей, да? Нас двоих. Моя кровать была тут. Твоя кровать была тут. Иногда ночью я много говорил и не давал тебе спать. Брат, я постоянно буду младше тебя. Я расту, но и ты тоже растешь. Не буду как ты. Подожди меня, вместе будем расти, нельзя? Давайте, дети, время сна. А я злился и говорил: замолчи и спи уже, Сулейман. Давайте, дети, выезжаем, папа ждет. Сулейман? Али, давайте, сынок. Я пригнал машину. Где вы? Давайте. Сначала я сяду.
Если догонишь меня, то сядешь. В тот день мы... вместе куда-то ехали. Они везли нас гулять на машине. Я победил. Потом случилась эта авария. Мама и папа... Сулейман. Я не помню. Я забыл. Как человек может такое забыть? Сулейман, ты был очень маленьким. Даже я помню отрывками. Может, таким образом мы справились с этой болью. Но сейчас... Сейчас я помню, брат. Будто, увидев тебя, я увидел Сулеймана, который прятался столько лет. Спустя годы я впервые увидел брата. Тухче. Тухче. Тухче, стой, я сказала. Стой, поговорим, стой. Севда, ты несешь бред. Оставь меня в покое. Нет. Расскажешь. Откуда ты нашла эти деньги, ты расскажешь. Тебе-то что? Почему тебя так волнует? Открыто говори. Тебе нужны деньги? Если нужны, то я дам. Что ты говоришь? Что ты несешь? Ты становишься все хуже, в курсе этого, Тухче? Севда? Хорошо, прошу прощения, но тебе тоже не подходит то, что ты следишь за мной. Оставь меня, пожалуйста. Тухче, Тухче, я переживаю за тебя. Почему ты не хочешь этого понять? Человек не может внезапно заработать столько денег. Кто-то тебя вынуждает? Тухче, у тебя проблемы, почему не хочешь рассказать? Я рядом с тобой, что бы ни случилось. Нет ничего, чтобы не уладили вместе. Если что-то не сможем уладить, скажем Али, он поможет нам. Я рядом с тобой, пожалуйста, расскажи все, что ты пережила. Тухче, пожалуйста, умоляю. Знаешь, в чем наше отличие, Севда? У тебя есть тот, на кого ты можешь положиться. У тебя есть герой. У меня никого нет. Ни защитника нет, ни того, кто бы мог за меня ответить. Поняла? Что ты хочешь сказать? Столько времени ты копила это внутри себя? Ты знаешь, что я пережила? Спросила у меня хоть раз. Ладно, Севда. Оставь меня. Не оставлю. Не оставлю. Расскажешь мне то, что происходит. Расскажешь мне, как получил эти деньги. Оставь. Оставь меня. Говори, я сказала тебе, говори, откуда ты нашла эти деньги? Откуда взяла, говори. Уйгара взяла. Уйгара взяла. Уйгар? Нет. Как? Уйгар умер. Уйгар умер, Тухче. Да, умер. Но перед смертью попросил у меня кое-что. Что? Что попросил? Перед смертью он попросил, чтобы я передала Али Хангару кое-что. Я сделала. А эти деньги получила взамен. Поняла? Не поняла. Не поняла. Не поняла. Не поняла. Не поняла, я не могу тебе поверить. Не могу тебе поверить. Этот человек что сделал со мной перед твоими глазами? Что сделал со мной? Ты как так можешь поступить? Ты как можешь так поступить? Я была вынуждена. Я нуждалась в них, Севда. Я была вынуждена. Поняла? Стой, стой. Я еще не закончила. Что ты отправила Али Хангару?
Что отправила? Оставь меня. Не оставлю. Оставь и расскажешь. Оставь и расскажешь. Отпусти. Ты расскажешь. Что ты наделала? Что наделала? Мои деньги. Мои деньги. Оставь. Оставь мои деньги. Ты же не сказал мне, что папа умер. А я зациклился, что папа обещал мне купить шар, что я хочу шар. Конечно. Красный шар. Потом ты взял шар и пришел. Но моей целью было другое. Я сказал, что папа принесет мне шар, что мне нужен шар, который принес ты. Мне-то что? Я хочу не тот красный шар, что ты мне дал. Я хочу красный шар, который даст мне папа. Хорошо, Сулейман, пустим в небо его. Постой, не пускай. Пусть будет у тебя. Хорошо, но, Сулейман, что мы будем делать с ним на улице? Отдадим другим детям? Нет, не отдавай. Я поиграю, пока не принесет папа. Всегда пытался сделать так, чтобы я улыбался. Защищал и оберегал меня. А что еще делать братьям? К тому же, ты был доверен мне, мамой и папой. Хорошо, а ты нашел могилы родителей? Что происходит, сынок? Кто меня связал? Где я? Как я сюда пришел? Где я? Кто привез меня сюда? Кто ты? Вместо того, чтобы связывать меня как мужчина, встань передо мной. Кто ты? Кто ты? Экрем? Молодец. Нашел меня. Давай, развяжи меня, развяжи. Экрем, что ты смотришь? Развяжи меня, давай. Экрем, что происходит? Что? Развяжи меня, давай. Ведат, я не могу тебя развязать, потому что это я тебя связал. Сынок, разве сейчас время для шуток? Разве время сейчас для шуток? Это не шутка, Ведат, я тебя связал. Сынок, что ты говоришь? Не говори как маньяк. Так понадобилось. Сейчас я покажу тебе, как понадобилось. Боже мой. Экрем, развяжи меня. Смотри, все еще смотрит. Экрем, смотри, я тебя очень плохо изобью. Ведат, ты должен некоторое время тут погостить. Что ты говоришь? Зачем ты меня связал? Почему привез сюда? Зачем ты гонишься, сынок? В чем твоя проблема? В чем проблема? Ведат, не задавай много вопросов. Тебе некоторое время нужно остаться тут. Знай, и этого достаточно. Ты почему делаешь дела по-своему? Почему, брат, не понял? Почему повел девушку к пропасти? Увидев Али, я подумал, что воспользуюсь девушкой как козырем, чтобы спасти себя, чтобы он не напал на нас, увидев, что девушка в опасности. Так и было ведь? Разве он не бросил свой пистолет? Разве мы не повязали Али? Если бы мы были внутри, он бы каждого из нас убил.
Ты подставной. Предатель, собака. Мы взяли тебя к себе. Взяли тебя к себе и считали братом. Экрем, это ты дал взамен? Это братство, сынок, Экрем. Чья ты собака? Чья ты собака? Чья? Ты собака Али Хироглу, да? Собака Али Хироглу, да? Собака. Я убью тебя. Я убью тебя. Разрежу на кусочки, я тебя убью. Не верю тебе. Я совсем не узнала тебя. Да, ты меня не знаешь. Ты не знаешь, что я пережила. Ты даже не знаешь, почему я нуждаюсь в этих деньгах. Да, не знаю. Я не понимаю, как ты можешь взять эти деньги у Уйгара. Как ты можешь так низко пасть? Не понимаю. Ради мамы. Ради мамы сделала. Ради мамы? Да, ради мамы. Моя мама не живет за границей. И положение у нас нехорошее. Эти деньги я взяла для того, чтобы предоставить маме жизнь лучше. Что взять дом, который не нужно топить углем, о котором она так мечтала. Взяла, чтобы она забыла о том мерзавце, который появился в ее жизни после смерти папы. Поняла, Севда? Тухче, почему ты мне об этом не сказала? Вот ты и узнала. Сейчас ты все узнала. Что случилось? Тухче, постой, поговорим. Нет, Севда. Ради бога, оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Мама. Папа. Мама. Папа. Я пришел. Пришел ваш младший сын. Пришел ваш непослушный, неудачливый сын. Много лет. Вы наблюдали за мной отсюда. Простите меня. Я не знал, что вы тут.
Разве не пришел бы, если бы знал? Если бы знал, разве не пустил бы корни в вашу землю? Брат, не вини себя. Ты был ребенком. Пойдем. Давай, пойдем. Не забывай, брат. В этой жизни, какую бы большую боль мы ни пережили, как бы нам не было больно, никто не знает, какие добрые дела мы совершали ради кого-то. Эта жизнь зависит лишь от нас. Самое важное — научиться терпению. Только Бог знает, когда, где и что случится. Что бы ты ни составлял, ничего другого не будет. Будешь ехать для того, чтобы воссоединиться, а в судьбе получаешь разлуку. Иногда едешь для того, чтобы расстаться, но воссоединяешься. Верно, верно. Я сначала считал тебя врагом, брат. Говорили, что на районе есть учитель, который не дает нам продавать товар. Сказали, что он уничтожит нас. Ты, оказывается, заставлял клясться. Я сказал, кто этот учитель? Решил пойти и спросить с тебя. Яшар, ты почему оставляешь работу, сынок? Я пообещал учителю, брат. Что происходит? Это уже который учитель? Все тот же самый пилот. Тот, что на Нижней улице, учитель Али. Хорошо. Познакомимся с ним тогда. Оказывается, мы хотели спросить с родного брата, а сами того не знали, не так ли? По этой причине я пришел к мечети в ту ночь, чтобы найти тебя. Когда я пришел в ту ночь к мечети, чтобы тебя найти, я влюбился в Дуйгу. Пилот, где ты и где любовь? Именно так я и считал. Ангел в человеческом обличии влюбилась в меня. Влюбилась в пилота. Оказывается, чудеса шли друг за другом, и я не понимал. Бог угостил меня очень хорошо, и я не понял. Брата и любовь я нашел в одном месте, но не знал об этом. Но в итоге мы воссоединились. Вместе нашли и любовь, и друг друга. Слава Богу. Мама, папа,
Мы с братом нашли друг друга. Слава Богу. Нашли. И отныне мы неразлучны. Вы не переживайте, хорошо? Сулейман? Хироглу? Это... Тут лежит мой сын. Сын, которому я дал имя брата, которого искал и долгое время не мог найти. Брат Алиджана Сулейман. Брат, в тот день, когда ты рассказал мне, было тоже очень больно, но сейчас по-другому больно. Отец Севды сказал, ты... Да. Да, брат. Брат, я и до этого спрашивал, но ты не сказал. Почему Кёксал убил твоего сына? Чего хотел от маленького ребенка? Целью Кёксала было убить меня. Почему? Почему Кёксал хотел убить тебя? Он был лишь пешкой. Кёксал меня даже не знал. Что за дьявол стоял за тем, что Кёксал хотел убить тебя? Чего вы хотели от моего сына? Кто стоял? Скажи, чтобы я пошел и убил его. Скажи, чтобы я пошел и отомстил за тебя. Пилот, ты ничего не знаешь, брат. Ты думаешь, что учитель Али наш друг? Посмотрим, что ты будешь делать, когда узнаешь, что он убийца нашего отца. Отец мой. Папа. Папа. Не плачь, сынок. Не плачь. Мы найдем того, кто заставил нас это пережить. Мы найдем его. Найдем его и убьем. Мы найдем его. Али. Али Хироглу. Я спасусь. Спасусь и отомщу за отца. Али Хироглу, ты умрешь. Я убью тебя. Скажи, брат. Скажи. Пойдем и найдем. Смотри, клянусь, если он даже сквозь землю спрячется, я вытащу его и найду. А потом отомщу за тебя. За сына я уже давно отомстил, Сулейман. Я давно отомстил тому, кто это сделал. А сейчас, брат, кто совершил этот ужасный поступок? Брат, смотри. Мы встретились спустя столько лет. Не будем говорить об этом. Отныне будем делить не горе, а счастье и радость. Хорошо? Хорошо, брат. Мы доверены друг другу родителями, Сулейман. В этой жизни у нас больше никого нет.
Папа, ты сказал пару дней, но мы останемся больше, да? Это тоже ложь. Ты снова делаешь это ради моего блага. Это часть твоей лжи. Вы остановили Ведата. А Али? Как остановите его, господин? Мне нужно немного времени, Джон. Я должен знать, что знает Али. Он ведь знает пилота, этого мало? Я хочу скрыть от него то, что я был в доле Серника. Ты знаешь, Джон. Если он этого не знает, то у меня еще есть шанс. Но вы не оставляли свое дело удачи, господин. И не оставлю. Я не только забрал Ведата для того, чтобы он не убил Али. Пока что знай это. Курт Бэй сбежал. От Ведата нет и следа. Курт Бэй испугался, значит. А Али? Ты хотел убрать и Ведата, и Али? Ведата нет. А что будешь делать с Али? Эти два брата однажды сядут и поговорят. И речь обязательно зайдет об Эрнике, не так ли, Серп? Али и пилот идут по острию ножа. Невозможно идти, не наступая на лезвие. Один из них обязательно наступит. Вот тогда оба не избавятся. Брат, ты нашел убийцу сына. Убил и отомстил. Но я все еще не знаю, кто убил моего отца. Хорошо. Как звали? Человека, которого ты считал отцом, который воспитал и вырастил тебя. Его имя и честь были очень громкими. Знаешь, как его называли? Это... Вы в порядке? В порядке, Севда. В порядке, как никогда. Не так ли, брат? Спустя столько лет вы соединились, брат. Разве задают такой вопрос? В порядке. Слава Богу. Я очень рада. Очень рада, правда, очень рада. Еще умерла от любопытства. Не переживай. Случилось так, как ты и говорила. Наша встреча была даже лучше, чем я предполагал. Слава Богу. Слава Богу. Кстати, пилот, поздравляю. Из-за тебя очень рада. Спасибо, невестка. Это... Помнишь, брат? Что? Тот момент, когда мы впервые встретились, не зная друг о друге. В гараже у Игара. Как я могу забыть ту ночь? Внутри было странное чувство, когда я тебя увидел. И у меня. Кто ты такой? Очень странно. Человек не может даже объяснить. Брат, что ты там делал? Как ты оттуда сбежал? Между глазом и бровью? Оставь, Сулейман, расскажу потом. Как оставить-то? Ты видел в темноте? Ты же видела, невестка. Он видел в темноте. Разве не видел? 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 Ладно, ты видел в темноте, а как ты сделал это? Что? Светофор? Как ты это сделал? Огни светофора. Это не важно, Сулейман. Нет. Клянусь. Скажи, мне очень интересно. В бардачке есть планшет, дай его мне. Идут, они приближаются. Пришли.
Пришли, они идут. Возьми это и делай, что я говорю. Уезжает. Видат, что происходит? Быстро в машину, быстро. Когда я скажу, ты нажмешь на кнопку. Хорошо. Сейчас. Я не делал, я лишь сказал сделать, а Севда сделала. Не так ли? На самом деле мы сделали это, присоединившись к программе. Брат, когда я тебя впервые увидел, у меня было странное ощущение. Подобное ощущение было и тогда, когда я увидел того старика. Какого старика? Того, который был в горном домике. К кому вы поехали с Севдой? Ты кто такой, сынок? Я же приехал туда, послушав Уйгара. Потом, увидев старика, у меня было странное ощущение. Иди сюда. Как ты можешь не помнить, Сулейман? Это был отец Тугрул из приюта. Вспомни, отец Тугрул. Да ладно. Как я его не вспомнил? Давай поедем, встретимся с ним. Нет, сейчас поехать не сможем. Он был обижен на дочь, но они помирились, и она вывезла его за границу. Пилот, кстати, Дуйгу знает, Что? что вы братья. Брат, невестка права. Ты дал хорошую новость для любимой. Мне тоже нужно сообщить любимой. Когда я не делюсь с ней счастьем, ощущение такое, будто не до конца проживаю его. Пойду и поделюсь с Дуйгу. Хорошо, давай. Иди и расскажи Дуйгу. Потом придешь в мой дом, хорошо? Приду, конечно. Разве могу не прийти? И обниму вдоволь племянника. Давай. Очень волнительно. Давай, рассказывай, взорвусь от любопытства. Как ты рассказал пилоту? Что он сказал? Что ответил? Давай. Постой, успокойся. Я расскажу все. Дуйгу! Пилот? Пилот, что ты тут делаешь? Это... Отец Ильхан, господин Ильхан. Клянусь, если бы не было так важно, я бы вас не побеспокоил. Что случилось, пилот? Дуйгу, я нашел брата. Нашел брата. Нашел. Я нашел брата, Дуйгу. Клянусь, нашел. Он такой, каким ты его себе представлял. Он тоже искал меня. Человек был у меня под носом, Дуйгу. Как был под носом? Сынок, ты что, проблема на нашу голову? Что я говорю, а что ты делаешь? Успокойся, поймем, что он говорит. Папа, минутку. Не вмешивайся, Дуйгу. Что? Отец Ильхан, хочешь бей, хочешь злись, хочешь матери. Клянусь, меня не волнует. Я нашел брата, которого столько лет искал. Брата. Сынок, что ты несешь? Разве Видат не твой брат? Да. И? Видат сын человека, который взял меня, воспитал и растил много лет. Он тоже мой брат. Но я нашел родного брата. Родного брата. Родного брата? Кто же, скажи, я взорву сейчас. Али. Учитель Али, мой брат. Али Херуоглу, мой родной брат, Дуйгу. Что? Севда, я так счастлив. Не могу тебе даже объяснить. Столько лет внутри была пустота. Рана, которая не заживала. Но обняв брата, все зажило. Слава Богу. Слава Богу, какой же ты всемогущий. Али, все стало полноценным. Смотри, твой брат и сын рядом, слава Богу. И ты тоже. Ты тоже рядом. Я тоже рядом.
но все еще неполноценно. Чего-то не хватает. Интересно, чего не хватает? То, чего не объяснишь на словах. Пойдем со мной. Куда? Пойдем же. Садись сюда. Жди меня тут. Я сейчас приду, хорошо? Хорошо, но ты куда? Али? Сейчас. Он тоже сохранил снежный шар, Дуйгу. Клянусь, тебе нужно было быть рядом со мной. Не смогу тебе даже объяснить. Моя фамилия Хироглу. Сулейман Хироглу. Я тоже буду Дуйгу Хироглу. Боже мой! Боже мой! Постой. Постой. Пилот. Говори. Самая красивая девочка из Хироглу, говори. Брат-пилот. Ты вместе с сестрой Дуйгу. Молитвы мои были приняты. Приняты, клянусь. Все наши молитвы приняты, Хидоверди. Какое же у тебя чистое сердце. Ты что, нашел убийцу отца? Нет, сынок, не это. Я нашел брата. Брата? Брат Видат потерялся? Сказал бы, поискали бы вместе. Нет, не так. Брата нашел, родного брата нашел. Мой брат, Али Хироглу. Ты... Сулейман, брат учителя Али, которого он столько лет искал? Тот самый, братец. Тот самый. Учитель Али очень рад, наверное. Я тоже счастлив, брат-пилот. Боже мой! Боже мой! Боже мой, Хидоверди! Боже мой, отпусти меня! Отпусти меня! Не могу отпустить, я сейчас очень счастлив. Сынок, когда ты счастлив, ты поднимаешь людей в воздух? Отпусти меня. Я очень счастлив, брат-пилот. Очень рад. Я пойду и всем сообщу об этом. Боже мой. Где ты был? Куда ходил? Я же тебе говорил, что чего-то не хватает. Да. Ходил уладить это дело. Я говорил тебе, что ты станешь моей женой, но... Только этого не доставало, чтобы ты поняла мои слова. Али? Севда. Несмотря на трудности, которые мы пережили, на препятствия, которые есть между нами, перед тобой стоит человек, который ни на мгновение не переставал тебя любить. Севда, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я нашел брата. Мой сын рядом. Мне больше ничего не хочется, кроме как жениться на любимой женщине, на тебе. Я думаю, что уже пришло время.
В этот раз. По-настоящему. Ты выйдешь за меня замуж. Да. Да. Я очень люблю тебя, Али. Так сильно люблю, что не хватает слов. Я очень сильно люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Очень сильно люблю тебя, очень сильно. Наша любовь ведь не нуждается в красивых словах. Не так ли? Наша любовь понимает только тот язык, который понимаем мы вдвоем. Она кроется в моменте, когда наши взгляды пересекаются. Азлэм, милая, давай уже устроим праздник в честь обрезания Лиджана. Мы перенесли из-за того, что возились с его болезнью, но теперь уже пора. Мама, хорошо, что ты подумала об этом. Да. Это и Али понравится. Тогда я договорюсь насчет того места, где провели праздник внука госпожи Сабихи. А нет. Нужно провести в этом районе. Да еще сейчас. Нужно провести в районе, чтобы они уже узнали о том, кто я, и о том, что мы семья. Моя дорогая дочка, о чем я говорю, а ты о чем думаешь? Ты обязательно хочешь, чтобы та девушка увидела, а этого хочешь? Мама, ты не хочешь, чтобы Алиджан был счастлив? Счастье Алиджана зависит от того, вместе мы с Али или нет. Да, я думаю, что это лучшая возможность отвлечь внимание Али от этой девушки на нас. Я пойду, чтобы папа не ругался. Он же узнал, что учитель Али мой брат. Может, и папа Ильхан стал добрее. Что скажешь, Дуйгу? Забудь об отце. Иди, проведи много времени с братом. Хорошо? Так прекрасно видеть твои радостные глаза. Прекрасно видеть твои глаза в любом состоянии. Девочка с красивыми глазами. Я пошла. Увидимся. Вот оно счастье, которое увеличивается, когда им делишься. Ведат, ты тоже должен узнать. Ты должен быть рядом. Ах, Ведат, где ты, брат? Обычно звонишь по 50 раз. Ты снова пропадаешь, когда нужен мне, чтобы поделиться с тобой своим счастьем. Сулейман Хироглу. Перестань уже смотреть на руку, Севда. Смотри вперед, упадешь. Как мне не смотреть? Я даже первое кольцо, которое ты купил, мне не снимала, когда мы расставались. Более того, когда я думала, что все закончилось, выбросила его в море. Но у меня тогда совсем не осталось надежды. Тогда ты больше не будешь это делать, потому что я не могу постоянно покупать тебе кольцо. Да и смотри, я снова надела кольцо, которое ты купил.
Ты не снимешь его до конца жизни, хорошо? Обещаю, не сниму до конца жизни. Озлем, как ты объяснишь ей то, что мы женимся? Не думай об этом, Севда. Я скажу ей самым подходящим образом. Она поймет. Думаешь, поймет? Мне кажется, что она немного положила на тебя глаз. Не говори глупостей. Ничего такого нет. С чего ты это взяла? Почувствовала, что она ревнует тебя. Я скажу ей, и она поймет, хорошо? Сестра! Сестра! Синан? Зайнеп, нет. Как это нет? Никого нет в особняке, ни Зайнеп, ни Куртбея, даже их людей там нет, сестра. Телефон Зайнеп выключен, не могу дозвониться. Обычно она никуда не уходит, пока не скажет мне. С ней ничего не случилось? Сестра, она очень больна. Синан, успокойся. Не переживай, она, наверное, с отцом. Брат, Куртбея тоже нет. Хорошо, я найду их. И позвоню тебе, когда найду. Ты иди домой, жди меня там. Сообщишь сразу, как найдешь, брат? Все, Синан, все. Он же сказал, что сообщит. Ты иди домой, брат, пожалуйста. Я тоже приду, хорошо? Успокойся. Хорошо, сестра. Это то, о чем я подумала? Думаю, да. Куртбей знает о том, что я узнал. И что ты будешь делать? Найду его и, конечно же, заставлю ответить за то, что он сделал. Экрем, послушай, я немного покричал недавно, но у меня нет никаких дел с тобой, брат. Я даже не заставлю тебя отвечать за то, что ты делаешь сейчас. Клянусь, не заставлю. Отпусти меня, дай мне уйти, брат. А? Экрем, я всю жизнь ждал этого дня, брат. Я нашел убийцу своего отца. Отпусти меня, позволь отомстить за Эрнику. А потом можешь делать со мной все, что угодно. Выстрели мне в голову, убей меня, клянусь. Но сначала отпусти, чтобы я убил Али Хируоглу. Мне жаль, Ведат. Тебе придется побыть здесь еще какое-то время, извини. Что значит придется побыть здесь, парень? Что я тебе говорю? Я говорю, что нашел убийцу своего отца. Не уходи. Развяжи меня, Экрем. Развяжи меня. Экрем. Никто не помешает мне отомстить за отца. Добро пожаловать, Али. Рад видеть. Папа? Мой сын Лев. Как ты? Мне сделают обрезание. Вот как? С чего это? Это... Алиджан выздоровел, и моя мама посоветовала сделать ему обрезание. И мы подумали, может, стоит сделать, пока не сильно поздно. Кажется, пришло время сделать моему сыну обрезание. Вы правильно подумали, госпожа Нилюфер. То есть и ты хочешь, чтобы мы сейчас же сделали, да? Конечно, конечно, давайте сделаем. Более того, устроим праздник в честь обрезания, которого заслуживает господин, чтобы все принесли подарки. Подарки? Да. И не только подарки. Волшебники, клоуны, музыка. Все, что ты захочешь. Ура! Хочу, чтобы были волшебники. Но чтобы вытаскивал из шляпы самолет. Самолет? А не зайца ли? Нет, а что, пусть достанет самолет. Не хочу зайца, пусть достанет самолет, хочу самолет. Похож на своего дядю. Али? Что-то случилось? Не пойми неправильно, но... Просто уже давно не видела, чтобы ты так улыбался.
Случилось, Азлем. Случилось нечто прекрасное. Я нашел своего брата. Правда? Я пойду к маме. И написала, что оставляет дом на нас. Севда? Что происходит, Севда? Почему она так уехала, даже не попрощалась? Потому что она рассердилась на меня. Мы поссорились. Севда? Дочка, она впустила нас в свой дом. Она твоя самая близкая подруга. Какая еще ссора? Мама, есть то, чего ты не знаешь. Тухче помогала Уйгару ради денег. Что? Что ты говоришь? Я очень рада, Али. Я знаю лучше всех, как ты был расстроен тем, что не мог найти брата. Надеюсь, вы больше никогда не расстанетесь. Спасибо, Азлем. Поздравляю, Али. Поверь, я тоже очень рада тому, что ты нашел своего брата. Спасибо, госпожа Нилюфер. Папа, Слушаю, дорогой. у тебя есть брат? Да, у меня есть брат. И это значит, что у тебя есть дядя. Рассказать тебе хороший сюрприз? Твой дядя, как и ты, обожает самолеты. Я посмотрю, проходи. Сулейман, брат, смотри, как я слушаюсь брата. Ты сказал, чтобы я рассказал Дойгу и пришел. И я рассказал, и сразу же пришел брат. Молодец. Давай, заходи. Это мой племянник, то есть Алиджан. Ты сказал племяннику? Заходи, узнаешь. Давай. Проходи. Добро пожаловать, пилот. То есть Сулейман. Рад видеть, Азлем невест. Сестра. Рад видеть. Значит, это ты тот брат, которого Али искал столько лет? И не говори. Проходи, проходи. Ты бы знал, как твой брат искал тебя. Столько лет. Днем и ночью он думал о тебе. Был один снежный шар. Он не разрешал нам трогать его. Поздравляю вас обоих. Спасибо. Большое спасибо, мама Нилюфер. То есть, я сказал мама из-за тоски по матери. А то вы выглядите как сестра своей дочери. Как красиво ты говоришь. Ты ведь уверен, что ты брат Али? Алиджан, не поприветствуешь? Ты мой дядя. Что ты сказал, что? Скажи еще раз, что ты сказал? Дядя. И сколько у тебя дядей? Парень, чего ты думаешь? У тебя есть только один дядя, давай, поцелуй дядю. Скажи, дядя. Дядя. Дядя скушает твой нос и рот. Скушает, скушает. Дядя скушает. Сестра Зубейда, возьми конфету, возьми. Учитель Али нашел своего пропавшего брата. Дети, возьмите конфеты. Возьмите конфеты, берите, берите. Берите, берите, берите.
Почему ты раздаешь их, брат Хюдаверди? От радости, Фатих, я раздаю их от радости. Сестра Ахсен, жду поздравлений. Учитель Али нашел своего пропавшего брата, он воссоединился с Сулейманом, возьми конфеты. Ты тоже герой, как и мой папа, дядя. Еще какой герой. Только накидки не хватает. Знаешь, я надену накидку, мне сделают обрезание. Да ладно. Что ты говоришь, серьезно? Да. Ты тоже придешь на мой праздник? Конечно, придет. Более того, ты будешь кервей? Правда? Конечно. Кто еще может быть, если есть его дядя? Что значит кервая, дядя? Керве? Керве значит... Это человек, который сделает все, что ты пожелаешь. У Аладдина ведь есть джин? Это типа та же версия с обрезанием. Клянусь, ты будешь долго жить. Откуда ты берешь эти слова? Ты будешь долго жить. Вы очень добры, мама Нилюфер. Надеюсь, все вместе. Ты и правда сделаешь все, что я захочу? Конечно. Попроси у меня все, что хочешь. Не знаю, что попросить. Не знаю. Проси машину, и будет машина. Проси самолет, и он будет. Самолет? А что, тебе тоже нравятся самолеты? Я правда могу попросить самолет, только чтобы он летал вот так, хорошо? С пультом управления. Конечно. Простите. Конечно, конечно. Более того, я бы отвел тебя в кафе «Самолет», только его закрыли. Но обещаю тебе, только ради тебя я попрошу, чтобы его открыли. У тебя было кафе-самолет? Да, настоящий самолет. Просто не летал. А все остальное такое же. Можешь меня тоже отвезти туда? Тебе очень нравятся самолеты? Да. Брат, он моя копия. Клянусь, он похож на меня. Я сейчас поняла, почему тебя зовут пилот. Я посмотрю. Как здорово принадлежать к семье, брат. Иметь возможность обнять племянника. Иметь дверь, в которую можно постучать. Иметь такого брата, как ты, это здорово. Учитель, как здорово видеть вас с братом рядом. Клянусь, я сейчас заплачу от радости. Спасибо, Хюдаверди, спасибо. Учитель, я же говорил тебе, что пилот может оказаться твоим братом. Говорил. Бог заставил сказать. Парень, даже не смотри на меня. Не смотри, ты и так обнял меня. Я прошел свою очередь, давай. Постой, милый, постой. Боже мой! Боже мой! Моя Боже спина, мой! спина. Учитель Али нашел своего брата. Я очень счастлив. Боже мой! Мамочка, ты в порядке? Все еще не могу поверить. Даже если бы думала 40 лет, то не додумалась бы до такого. То есть пилот. Брат учителя Али, а не братья. Посмотри, что делает Бог. Ну да, мама. Это так. Значит, если бы они не расстались в детстве, то пилот бы не прожил эту жизнь. Жаль его. То есть, представь, и у него могла бы быть такая достойная жизнь, как у учителя Али. Я всегда говорю, что условия вынудили его заниматься этими плохими делами. Ему пришлось. А так пилот такой же чистый, как и учитель Али. Дуйго. Дочка, он может быть чистым сколько хочет. Но это такие дела, что если хоть раз возьмешься за них, то потом не отделаешься. Поэтому из пилота ничего не выйдет. Ты мне очень понравился, сынок. Алиджану очень повезло, что у него такой дядя, как ты. Ну что вы, госпожа, ему повезло еще раньше, с бабушкой. Увидимся, Али. Иди сюда. Иди. Я провожу тебя. Хорошего дня. Спасибо. Учитель, я решу дела насчет обрезания Алиджана. Хорошо, можно.
Скажи, что я приглашаю весь район на праздник в честь обрезания моего сына. Это дело за тобой. Хорошо, учитель, ты не переживай. Папа, я могу пойти с братом Хюдаверди? Пусть пойдет, учитель. Пусть сам сообщит о своем празднике. Хорошо, можно, иди. Пойдем, одену тебя. Хюдаверди, будь осторожен. Не переживай, учитель. Брат, что у тебя за дела с госпожой Азле? Я не знал, что сказать. Мне говорит сестра или невестка. Что мне говорить? Почему ты удивляешься? Азле моя бывшая жена. Иди сюда. То есть ты говоришь, что она моя бывшая невестка? Я понял тебя. Сказать кое-что? Твоя бывшая теща, клянусь тебе, она просто ангел. Она мне очень понравилась, и я ей. Я впервые вижу, чтобы госпожа Нилюфер была настолько приветлива с тем, кто только познакомилась. В тебе есть способности дьявола? Ах, брат. Эти способности не влияют только на папу Ильхана. Мы все еще тайно встречаемся с Дойгу. Этот человек не хочет передумать. Подожди, я еще раз поговорю с братом Ильхана. Только давайте сначала поужинаем сегодня. Ты и я, Севда и Дойгу. Отметим. Что скажешь? Было бы супер. Но папа Ильхан, он ведь не разрешит Дойгу. Хорошо, хорошо. Я решу это. Оставь это дело брату. Решишь? Правда? Тогда пойдем в тот ресторан внизу. Я буду заказывать. Можно. Ну, как ты решишь? Даже то, что ты мой брат, никак не повлияло на папу Ильхана. Как-нибудь решим. Доверься брату. Спасибо. Ты король, клянусь. То есть Али хочет немедленно жениться на тебе? Да. Говорит, чтобы не тратили много времени. В его доме все еще живет его бывшая жена. Что он будет делать с этим? Али поговорит со Злем. Он решит этот вопрос, мама. Севда, я думаю, что тебе все равно не стоит радоваться заранее. Когда эта женщина уйдет из его дома, тогда и начнешь мечтать о замужестве. Мама, Али, сдержи слово, которое дал. Увидим. Увидим, доченька. В итоге мы поженимся, Али. Али? Утром и вечером, сестра. Хорошей работы, легкой работы. Спасибо, Севда, добро пожаловать. Рада видеть. Добро пожаловать, дочка. Пусть это не повторится. Ты пришла за лекарством? Нет, не за лекарством. Пришла за Дуйгу. Если позволите, дядя Ильхан. Зачем тебе Дойгу? Зачем тебе Дойгу? Это... Тухче уезжает к маме за границу. Но вы жили там, и что вы будете делать? Нет, мы продолжим жить там, конечно же, будем платить за аренду. Я захотела устроить маленький праздник для Тухче, чтобы поблагодарить ее. Будут только девочки. Для Тухче? Да. Только девочки. И я. Да, если ты придешь, Тухче очень обрадуется. Да, да. И, дядя Ильхан, что скажете? Будем только мы. Только девочки, маленькое мероприятие. Интересно, что сделала Севда? А вдруг господин Алихан поймет, и у Дойгу возникнут проблемы? Можешь успокоиться. Севда решит все. Не переживай. Мой племянник. Не так ли?
Это Сулейман, да? Да. Совсем маленький, чтобы погубить невинную душу. Насколько низким должен быть человек? Каким он может быть мерзавцем, брат? Брат, ты не должен был отомстить. Если бы ты отдал мне этого типа, я бы воскресил его 1000 раз и столько же раз бы убил. Но все равно ничего не изменилось бы. После того, как кто-то ушел, он уже не вернется. Это тяжело, брат. Тяжело. Зуб за зуб, кровь за кровь. Я знаю так. Так и живу. Моего отца, то есть... Если найду убийцу своего приемного отца, если выстрелю ему в лоб, я уже знаю, как мне тогда полегчает. Как звали человека, которого ты называешь отцом? Ты не договорил. Ты говорил, что его все знали. Как его звали? Знали. Все его знали. Ты тоже наверняка слышал. Моего приемного отца звали Эргин. Люди называли его Эрнико. Сулейман, мой сын, мой брат. Моего Сулеймана убили. Ты умрешь. Что вы хотели от моего сына, Сулейман? Что происходит? Сулейман, моего сына убили. Вот бы я нашел убийцу своего отца. Сулейман, мой брат. Сулейман. Что вы от него захотели? Почему? Брат. Эрнико? После того, как Сулейман сбежал, кто-то по имени Эрнико взял его к себе. Тот, кто тебе сказал об этом, дал тебе неправильную информацию, Али. Если бы Сулейман работал у Эрнико, я бы обязательно знал об этом. Да. Эрнико. Тот, кто забрал меня с улицы. Сулейман. Сынок. Тот, кто вырастил меня. Тот, кто не отделял меня от собственного сына Вида. Имя того, кого я называл отцом. Эрнико. На самом деле, мы с Видатом поклялись, что отомстим за него. И до сих пор пока не отомстили. Но однажды обязательно отомстим. Сулейман, мой брат. Брат, кстати, я еще не сказал Видату о том, что нашел тебя. Звоню и не могу дозвониться до господина. Пойду я. Посмотрю в ангаре. Давай. Брат. Ты убедил, да, Дуйгу? Ты единственный брат. Встретимся вечером за ужином. Спасибо. Что происходит? Сулейман. Великий Эрнико. Они убили моего сына. Зуб за зуб, кровь за кровь. Мы с Видатом поклялись, что отомстим за него. Брат мой.
но до сих пор не отомстили. Но однажды обязательно отомстим. Пилот уехал? Али? Ты в порядке? Али, куда ты уходишь? Али, куда ты уходишь? Господи. Господи, помоги мне. Я нуждаюсь в каждом терпении, которое ты мне даруешь, Господи. Увеличь мое терпение. Увеличь мое терпение. Что происходит? Сынок, почему? Эрнику. Зуб за зуб, кровь за кровь. Мы поклялись, что отомстим за него. Брат мой, но до сих пор не отомстили. Но однажды обязательно отомстим. Курт Бэй. Всему причиной стал ты. Все из-за тебя. Ты подумал, что сможешь сбежать от меня, не поплатившись? Али? Я смогла. Смогла получить разрешение от дяди Ильхана. Да? Как хорошо. Что с тобой? Ничего. Наверное, я... Просто нелегко это все пережить. Али, ты пережил нелегкие вещи. Но все пройдет, поверь мне. Наша жизнь будет так спокойна. Без проблем, без случаев. И тебе даже может надоесть такая ситуация. Ведат. Ведат, где ты, парень? Ведат. Ах, брат мой. Где же ты, парень? Мой самый счастливый день, тебя нет рядом со мной, брат. Если я поделюсь этим не с тобой, то с кем? Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. С ним что-то случилось, что ли? Экрем, где Ведат? Я никак не могу дозвониться до него. Хватит, не бегите, хватит. Я устал, не бегите. Что такое, Хюдаверди? Ты приходи, тетя Нериман. У сына учителя Али через день обрезания будет на районе. Приходи. У сына учителя Али свадьба? А он еще не маленький. Тетя Нариман не слышит, брат Хюдаверди. Говори громче. Обрезание на районе послезавтра. Приходи. Я что, глухая? Ты кричишь. Конечно, приду. Давайте. Я сказал домам в этой стороне, брат Хюдаверди. Хорошо, тогда мы в этом углу. Ах, Эзги. Эзги.
Эзги! Что, Хюдаверди? Эзги, у сына учителя Али послезавтра на районе обрезания. Ты тоже приходи. Да? Приду, конечно. Эзги, Что? знаешь, брат-пилот, оказывается, брат учителя Али. Брат? Да, мой дядя. Дядя. Эзги, нам тоже сделать обрезание? Что ты говоришь, Хюдаверди? Когда мы поженимся, и если у нас будет сын, когда придет время, мы тоже сделаем ему обрезание. И сыграем свадьбу на районе. Хюдаверди. Он захотел немного отдохнуть. Что значит захотел немного отдохнуть? Он так сказал, пилот. Он разозлен и не хочет ни с кем видеться и разговаривать. Сказал, немного отдохну. И сказал, не звоните зря, потому что не сможете дозвониться. Он не сказал, куда поехал? Нет, не сказал. На чем снова зациклился этот маньяк? Ты же отдалился от этих дел, наверное, не смог принять этого. Говорил, у нас не осталось репутации на арене. Я плевал внутрь этой арены, Экрем. Прямо вовремя, видат. Прямо вовремя, брат. Значит, будут делать свадьбу обрезания. Так говорят. Не бывает свадьбы без крови. Сарп, люди беззащитны в самый счастливый момент. Подпишем смертный приговор Али на свадьбе обрезания его сына. Как раз столько людей соберутся. На его похоронах будет много народу. Якуб, я пришел по адресу, который ты дал. Ты уверен, что Курт Бэй тут? Хорошо, спасибо. Не смей делать неправильного движения. Сколько мы тут будем ждать, как собака на привязи, господин Экрем? До тех пор, пока придет новость. Ты разве не говорил, что хочешь в туалет? Чего ты ждешь? Давай. Давай, будь быстрей. Давай, Видат. Давай, сынок. Здесь нет ничего, что могло бы помочь тебе в твоей мести. А вот и билет для выхода. Не смей. Если ты не жаждешь смерти, брось пистолет. Курт Бэй, выйди.
Али? Где он? Внутри. Ждет тебя. Али? Ты сказал мне, что не знаешь, кто мой брат и где он. Я поверил тебе. Сказал, что мой брат не работал с Эрнико. Я поверил. Ты думаешь, что я врал тебе, да, Али? Да, Куртбей. Я думаю, что ты мне врал. Годами. Смотри мне прямо в глаза. Скажи, Куртбей, когда Эрнико убил моего сына, ты знал? Ты знал, что мой брат называет этого подонка отцом? Поверь мне, Али. Я правда не знал. Назови мне причину, хотя бы одну, чтобы я поверил тебе. Ты устроил ловушку, чтобы сделать нас с братом врагами. Ты разлучил нас. Не дал нам воссоединиться. Почему? Почему? В чем была твоя цель, Куртбей? Дай мне хотя бы одну причину, чтобы я здесь и сейчас не убил тебя. Как я и догадывался. Теперь тебе некуда бежать, Куртбей. Это место, куда ты пришел, чтобы сбежать, будет твоей последней остановкой. Я не бежал от тебя, Али. Я не хотел, чтобы ты приехал в мой дом и предстал передо мной, рядом с моей дочкой. Да? То есть ты не захотел, чтобы про твой унизительный поступок узнала твоя дочь? А сейчас что изменилось, Куртбей? Господин, Али через Якуба исследует все дома. Хорошо. Время для того, чтобы встретиться лицом к лицу. А мы готовы? Готовы, господин. Отправь отсюда Зейнеп и госпожу Мерьям. А потом сделай так, чтобы Али нашел нас. Хорошо, господин. Вот я здесь, Куртбей. Ты поплатишься за все то, что я пережил из-за тебя. Выходи, Видат. Время пришло. У меня есть еще немного дел. Дело закончилось, Видат. Я сказал выходить. Раскройся, давай, раскройся. И в туалете нет спокойствия. Давай, иди. Отвечай мне. Почему ты мешал мне найти брата? Почему скрывал от меня брата? Ты видел, что я столько лет перед тобой мучился и искал брата. Почему скрывал его от меня? Почему ты его от меня скрывал? Чтобы защитить вас. Не делай, Куртбей, не делай. Али, ты не вмешивайся, Джан. Это между мной и Куртбеем.
Не смей. Я хочу тебе кое-что показать. Я лишь нажму на кнопку. Ведат? Да, Ведат. Что случилось? Ждешь вести от своего хозяина? Что такое? Новое задание пришло? Предатель, собака. Сынок, делай что угодно. Ты не помешаешь мне, и я убью Али Хироглу. Я также заполню его тело пулями, как он убил моего отца. Пилот искал его. Ты взял Ведата. Откуда взял, знаешь, Али? Оттуда, где вы с братом воссоединились. Он протянул пистолет в твою сторону. Когда он хотел нажать на курок, знаешь, что бы было, если бы я его не взял? Он бы сделал то, что говорит. Понял теперь, что я имею в виду, когда говорил о защите? И все же это не меняет того, что ты солгал мне. Да, не меняет. Но я очень поздно узнал, что он твой брат, Али. Ты уже давно убил Эрнико. Я очень поздно узнал. Я долго думал, как тебе сказать. Я знал, что должен сказать. Потом мне в голову пришла клятва, которую дал твой брат по поводу отца. Ведат пришел в голову. Я не смог. Ты скажи мне, Али, ты смог бы сделать? Как это можно сделать, Али? Ведат всю жизнь думал о том, как отомстить за Эрнико. Это единственное, что держало человека на ногах. Если ты убьешь Ведата, или если Ведат убьет тебя. На этот раз, разве вы не убьете заживо своего брата Сулеймана? Давай, скажи же мне, что бы ты сделал? Теперь ты все узнал. Как ты остановишь это? Я оставляю решение за тобой. Мне отпустить Ведата? Чтобы он гнался за тобой, за твоей семьей, и даже за твоим сыном Алиджаном. Или же пусть Сулейман узнает о том, что его брат убил человека, которого он считал отцом. Ты готов к войне братьев, Али? Что бы ты выбрал на моем месте? Давай, скажи. Ответь мне. Какое решение ты примешь? Я не смог принять. Молчал. Сейчас ты мне скажи. Что из этого мы сделаем? Оставляю решение за тобой. Давай, скажи мне, что бы ты сделал? Сейчас ты все узнал. Как ты оставишь это? Оставлю решение за тобой. Что ты сейчас будешь делать, Али? Правда, что я буду делать? Ты умолял, чтобы это не оказалось сном, когда нашел брата. Чтобы это счастье было правдой. Но сейчас
Я в такой пропасти, не знаю, что мне делать, Господи. Куда бы ни пошел, в конце пропасти. С одной стороны, брат, по которому я столько лет тосковал. С другой стороны, человек, который был ему братом столько лет. Между нами огромная тайна из прошлого. Что это за испытание, Господи? Думая, что все налаживается. Найдя счастье. Что это за огромное испытание? Что я сделал, Господи? Покажи мне путь. Где учитель Али? Я не знаю, тоже волнуюсь. Но придет скоро. Снова помогает кому-то на районе. Чей брат? Я не буду строить стену из лжи и тайн между мной и братом. Не смогу, потому что в конце концов эта стена разрушится. Я не могу позволить, чтобы Сулейман остался под ней. Помоги, Господи. Помоги. Али, Брат? где ты был? Почему опоздал? Дома не возникло проблем, да? Проблем нет? Нет. Небольшое дело было, я его уладил. Садись. Садись. Слава богу. Решение оставляю за тобой. Ты готов к войне между братьями, Али? Или же к войне между пилотом и Ведатом? Что бы ты выбрал на моем месте, Али? Как бы ты это сделал? Али, ты не сделаешь заказ? Я хочу то же самое, что и заказала всегда. Сулейман, мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Постой. Это я хочу с тобой кое о чем поговорить. С вами точнее. Раз самые любимые рядом, не так ли? Конечно, не считая Ведата. Я хочу вам кое-что сказать. Я был странным пилотом. Без фамилии. Без кого-либо. Простой пилот. Но сейчас я стал Сулейманом. Сулейман Хироглу. Брат Сулейман. Дядя Сулейман. До сегодняшнего дня все мои радости были неполноценными, клянусь. Даже когда смеялся, тут был комок. Этим комком был ты, знаешь. Сейчас нет комка. Каждый раз, когда я смотрю на Дуйгу, я понимаю, что все это прошло.
Я впервые в жизни понял, что такое настоящее счастье. Ты причина этому. Ты все мне это дал. Но у меня есть к тебе последняя просьба. Видат на меня обиделся, кажется. Уехал куда-то. Только потому, что я оставил эти дела. Знаешь, что самое странное? Отец Ильхан тоже не хочет, чтобы я виделся с Дуйгу. Потому что я был замешан в эти дела. Ладно. Я хочу сказать другое. У Видата, кроме меня, никого нет. Мы же воссоединились. Он будет чувствовать себя в углу. Будет чувствовать одиноко. Итак, он немного чувствительный. Такой он человек. Он меня страшно ревнует, знаешь. Как я и сказал, у Видата, кроме меня, никого нет. Я без него тоже не смогу. Если ему в руку попадет заноза, у меня внутри все будет болеть, брат. Хочу сказать, что... Может, и ты с ним поговоришь? Будешь считать его частью своей семьи. Ты и я, он, будем братьями. К тому же, подарим Алиджану еще одного дядю. Нельзя? Разве плохо? Если он захочет. Ты король всех братьев. Король, клянусь, король. Подумай, брат. Сулейман, Али и Видат. 3 брата, как тебе? Он никогда, Он никогда не делит делит Видата. Видата. Да, никогда не делит. Настолько у тебя прекрасное сердце. Однажды и мой папа это увидит, пилот. Я еще не привыкла. Сулейман. Дай бог. Дай бог. У моего Али такое красивое сердце. Он всех берет внутрь. Ты не переживай, пилот. Итак, брат, ты что-то говорил. У меня не такое важное. Пусть. Важно или нет, ты расскажи, мы послушаем. Кто тут есть? Что этот бессовестный тут делает снова? Пилот, Не смей бояться, Дуйгу. Я скоро отправлю его на другую сторону, ты будешь спокойна. пилот, пожалуйста. Да я... Сулейман, постой. Хорошо, ты успокойся. Присядь. Присядь. Слушаю, господин. Подготовь для нас столик с красивым видом. Конечно же. Ты неправильно понял слово «вид». Мы присядем вот сюда. А если не сумеем? Что, если Али спасется? В таком случае, в тот же момент все поймут, что ты не умер. По-твоему, это стоит риска? Как раз пока никто не отчитывает тебя за содеянное? Оставь, пусть все думают, что ты мертв. И ты живи своей жизнью. Ты все еще не понимаешь, да? Жизнь, в которой я оставляю Севду Али, для меня не жизнь. Это хуже адской боли. Но ты увидишь. В этот раз мы сможем сделать. Этот Али
Умрет. На этот раз он, несомненно, умрет. Брат, да я и... Сулейман. Хорошо. Я решу. Брат. Сулейман, ладно, давай, присядь, садись. Али Хироглу, ты принял решение пожаловать за мой стол. Неджми, смотри, я скажу тебе все максимально коротко и ясно. Если ты поймешь меня с первого раза, будет хорошо для тебя. Твой брат Ташкафа в тюрьме Умрания, не так ли? Блок Д. Камера номер 10. Он спит на нижней второй кровати справа, как входишь в камеру. Ты же завтра отправишься повидаться с братом. Твой брат пройдет целый ряд коридоров, чтобы дойти от блока Д к блоку А. Рядом с охраной. Если я позволю, и он сядет перед тобой живым, ты спросишь у него, кто такой Али Хироглу? Он тебе очень долго будет рассказывать. Ты будешь с удовольствием слушать. Знаешь почему? Чтобы тебе не пришлось пройти ту же дорогу, что и он, и стать его же сокамерником. Конечно, если я позволю вам обоим остаться в живых. Теперь ты спокойно встанешь отсюда, и, являясь послушным младшим братом, ты отправляешься на свободу. Понял? По-моему, понял. Что случилось, брат? Мы с Неджми провели небольшую беседу. Предполагаю, мы поняли друг. Брат, смотри, он не собирается смирно сидеть. Позволь, я прикончу его. Он будет смирно сидеть. Не беспокойся. Мама и папа, оказывается, здесь. Правда, так и есть. Озлем? Папа? Сынок, Папа, ты был здесь? добро пожаловать, невестка, госпожа Озлем. Дядя, и ты здесь? Конечно же, здесь. Здесь мой маленький лев. Мы с мамой пришли покушать. И даже собирались позвонить тебе, чтобы ты пришел. Правда? Ну и хорошо сделали. И вы здесь, да? Посмотрите на совпадение. Алиджан начал просить гамбургер. Папа, может, поедим гамбургер? Конечно же, поедим, сынок.
Даже если 1000 лет продлится, разрежу. Разрежу и освобожусь отсюда. Именно тогда я приду, чтобы стать твоей смертью, Алихироогло. Мы стали частью вашего праздничного ужина, словно с крыши свалились. Но хорошо, что мы не посторонние, часть семьи. Но что это за праздничный ужин такой? Все молчат? Мама? Сынок? Мама, я могу посмотреть на рыбок в аквариуме, пока готовят мой гамбургер? Хорошо, можешь идти, сынок. Ну? О чем вы говорили до нашего прихода? Мы говорили об этом. О чем нам говорить, дорогая? То есть мы воссоединились? Счастье, умиротворение и прочее. О чем мы еще могли говорить? Ну да, я все еще удивлена, представляешь? В то время как вы были так близки и оказались братьями. Совпадение. Озлем, ты знала? Меня у моего отца просил учитель Али. Совпадение. В жизни бывают и такие прекрасные совпадения. Как прекрасно. Но в жизни не всегда бывают лишь хорошие совпадения, вы ведь знаете? Например, наши с Севдой пути пересеклись после очень болезненного совпадения. Озлем. Слушай, Али, он твой брат. Знай, что племянника, которому мы дали его имя, убил отец Севды, и его естественное право. Именно поэтому я больше ничему не удивляюсь. Вы видите, отец заставил нас пережить такую боль, но его дочь сидит вместе с нами. Озлем. Довольно. Приятного аппетита. Я посмотрю, как там Алиджан. Я... Севда, прошу. Прошу, не расстраивайся. Ты знаешь, почему она это сделала. Прошу. Куда ты смотришь? Не поняла? Там же ничего нет. Куда ты смотришь? Ой, ты на насекомое смотришь. Где? Там есть насекомые? Смотри, вот там, такой большой. Ты тоже боишься насекомых? Изги очень боится насекомых, знаешь? Хюдаверди? О, Изги. Учитель Али говорит, хороший человек приходит, когда о нем говорят. Изги. Смотри, она насекомых боится, ты знала? Господин Хюдаверди, смотрю, вы подкатываете ко всем девушкам, которых видите. Удачной работы вам. Я же не подкатываю, я лишь смотрю. Смотри, почему бы не посмотреть на нее? Красивая девушка. Все мужчины одинаковые, даже самые невинные.
Изги, ты меня снова приревновала? Нет, не приревновала. Я лишь извлекаю урок. Не бывает невинных мужчин, я это узнала. Прошу прощения, но вы можете идти и ругаться в другом месте. У меня и так полно дел. Я не смогу еще с вами возиться. Прошу прощения, но в чем твоя работа? Просто сидеть смотреть вокруг? Нет, она смотрела на насекомое. Что это такое? Какое оно огромное? Смотри, я ж тебе говорил. И она боится насекомых. Ладно, я уйду. Я и так достаточно наслушалась этих бредовых разговоров. Извините, что? Эта девушка назвала меня простушкой. Нет, не тебе сказала. Девчонка, никто не смеет называть меня простушкой. Успокойся, любовь моя. Вы возлюбленные? Браво. Вы идеально подошли друг к другу. Спасибо. Смотри, да я тебя сейчас, а ну иди сюда. Изги. Ну иди же, чего ты боишься? Все еще смотрит. Изги. Куда ты идешь? Изги. Ругаться нельзя. Нельзя ругаться. Сколько раз мы с тобой об этом говорили? А ты всегда бежишь за адреналином, моя Не изги. называй меня моя изги. Ты берешь у меня урок, моя изги? Господи боже. Изги, запомни цифру про себя. Якуб, сделай все, что можешь. Но найди место, где Куртбей держит Видата. Что сделаешь, когда найдешь его? То, что должен. Встречусь лицом к лицу. И после обряда обрезания моего сына я встречусь с Сулейманом, моим братом. Между мной и ним не будет ничего тайного. Нет, друзья, нет. Человек словно провалился сквозь землю. Ты видишь, что творит этот Видат, брат? Зная, что я умираю от волнения, человек ушел и ничего не сообщил. Кто ушел, не сообщив, дядя? Что мне сделать с твоим маленьким языком, что говорит дядя? Мой маленький лев, племянник, готов к покупкам для обряда Да. обрезания. В таком случае наша цель — магазин для проведения обряда. Марш, марш. Госпожа злая мне идет? Пойдет, пойдет, я жду ее. Ну давай, маленький лев. Мы обо всем поговорим, брат мой. Каким бы ни был результат, между нами не будет лжи. Откройся же. Ты придешь, Экрем. Придешь. А тогда ни Али Хироглу, никто другой не сможет спасти тебя из моих рук. Отойдите. Отойдите. Идет трон ребенка, у которого будет обрезание. Отойдите. Изги, присядь. Я на тебя обижаюсь, говорю, больше не буду с тобой разговаривать. Но потом, когда вижу, не могу удержаться, пухляк. Пухляк? Изги, какая ты красивая. Как королева. Спасибо, ты очень изящен. Изящен? Я больше не толстый? Я уже изящный? Я не в том смысле хотела сказать. Я не толстый, вы слышали? Я изящный. Изги сказала мне, что я изящный, я уже не толстый. Играй! Пусть играют барабаны.
Пусть играет Зурна. Сегодня у моего племянника свадьба обрезания. Играй. Иди, Крэм, иди. Своей смерти иди. Ведат, извини, вчера... Что мне твои извинения? Али Хироглу. Время мести. Мама, давай, мы опоздали, все идут. Сегодня день свадьбы и похорон, Сарп. Я очень расстраиваюсь из-за своей несчастной женушки. Но у нее есть муж, который будет ее утешать. Я сделаю все, чтобы стереть ее печаль. Давай, Сарп, займем позиции для похорон Али. Алиджан, какой ты красивый. Волшебная шляпа. Да. Посмотрим, что из нее выйдет. Не то. И это не... Да. И это не то. Да. Самолет. Да, самолет. Возьми-ка. Наконец-то. Веди давай. Веди. Поздравляю. Спасибо. Пусть Господь и женихом покажет его учитель Али. Дай Бог. Сначала покажет женихом твоего брата в скором времени, дай Бог. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, госпожа Хария. Не сглазить бы. Какой ты красивый. Алиджан, ты очень красивый, знаешь? Смотри, что я тебе принесла. Помнишь корабль, который я тебе покупала до этого? Этот немного больше. Надеюсь, тебе понравится. Сынок,
Поблагодари же сестру Севду. Спасибо. Поздравляю, брат Али. Мои поздравления, брат Али. Спасибо. Мы с Зейнеп на 3 дня уехали на отдых, а тебя зря потревожили, брат. Проблем нет. Я рад, что вы снова вместе. Спасибо. Это самое подходящее место, Сарп. Как только Али выйдет на открытое пространство, ты покончишь с ним. Брат-пилот? А, молодец, ты танцуешь лучше, чем я. Парень, если не сегодня буду танцевать, то когда? Давай, народ, давай. Вы что, посидеть пришли? Сегодня наш самый счастливый день. Танцуй. Играй, кларнет, играйте. Сколько в тебе энергии? Ты меня еще на нашей свадьбе увидишь, моя розочка. Скажу тебе кое-что. Брат, Ведат и я вместе так будем танцевать. От Ведата все еще нет новостей, да? Нет. Он так устал, что отдыхает. Ладно. Танцуй! Посмотри на них. Пилоту очень идет быть дядей. Дай бог, его счастье всегда будет продолжаться. Дай бог, дорогая. Дай бог. Али, наша свадьба тоже тут будет. Любимая, наша свадьба будет там, где ты захочешь. Ведат! Брат мой! Добро пожаловать. Про свадьбу услышал, поэтому пришел, да? Где ты был столько дней? Клянусь, я так терзался из-за того, что ты на меня обиделся. Добро пожаловать. У меня
Для тебя есть новость. Это просто бомба. Слушай внимательно. Есть же учитель Али? Али Хироглу. Он мой родной брат. Мой брат. Я нашел брата, которого столько лет назад потерял. Что? Али Хироглу. Давай, выйди на открытое пространство. Что ты говоришь, пилот? Ты не можешь поверить, да? Говорю же. Я воссоединился с братом, с которым был разлучен столько лет. Али Хироглу, мой брат. Теперь мы трое братьев, Видат. Теперь у нас есть брат. Теперь у нас будет всегда защита. Давай, Сарп. Сейчас. Черт! Кто выстрелил? Хюдаверди! Брат, Хюдаверди! 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 Кто стрелял? Кто стрелял? Кто? Кто пытался убить моего брата? Хюдаверди! Давай, Сарп, стреляй в него, стреляй! Не говори глупости, Уйгар. Нас поймают, мы должны идти. Сарп, я говорю тебе, стреляй в этого Али, стреляй! Не вижу его. Кто стрелял в моего брата? Хюдаверди, смотри на меня. Смотри, Хюдаверди. Все будет вызовите хорошо. скорую. Хюдаверди. Вызовите скорую. Все будет хорошо, Хюдаверди. Все будет хорошо. Вызовите скорую.